Здравствуйте, уважаемые участники университетских суббот, а именно ученики, учителя и педагоги, которые работают в гимназиях, а также их родители. Мы приветствуем вас на теме развития soft skills, а именно креативность. Меня зовут Попова Эльвира Андреевна, я ведущий специалист управления образовательных разработок Акмолинского университета. Сегодня мы поговорим с вами о понятиях soft skills. Прям давайте распишем по плану. Какой у нас сегодня план? Первое – это soft skills или гибкие навыки. Второе – это что входит в это понятие. Третье – это сама креативность. И четвертое, конечно, практическая часть, то есть упражнения, как вы эту креативность сможете развивать на уроках или дома. Итак, понятие soft skills очень часто схоже с понятием hard skills. Если hard skills у нас относится к профессии, то есть это те навыки, которые получают в вузе. Например, педагоги учатся в нашем Акмолинском университете. То soft skills – это универсальные компетенции. Что это такое? Soft skills могут быть разделены на ряд пунктов. Первое – это могут быть волевые способности. Подумайте, какие могут быть волевые способности. Это ваша пунктуальность, к примеру. Также есть социальные способности. Социальные способности, как вы уже могли догадаться, это взаимодействие с людьми, то есть коммуникация, эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это то понятие, с которым мы сталкиваемся, когда взаимодействуем с эмоциями других людей, понимаем их и знаем, как с этим работать. Например, если вы увидите радость на лице человека, то вы понимаете, что эта информация ему нравится. Если вдруг он нахмурился, то вы понимаете, что нужно тему поменять. Следующий компонент – это лидерские soft skills, то есть то, как вы принимаете решения. Это очень важный компонент, если вы хотите, например, идти в сферу управления. И четвертый компонент, тот, о котором мы будем говорить с вами сегодня, это интеллектуальный. Сюда входит критическое мышление, и сама креативность, вот этой большой буквой К. Наверняка у вас возник вопрос. Если hard и soft skills связаны между собой, то зачем мне развивать soft skills в школе? Повторюсь, soft skills – это универсальные компетенции. Они нужны вам вне зависимости от того, какой профессией вы занимаетесь. Чаще всего это можно представить в виде мишени. Что это такое? У каждого человека по-своему развиты soft skills. В центре мишени, например, у педагога, будут стоять социальные навыки, то есть коммуникация, эмоциональный интеллект. Это будет его зона повышенной готовности. То есть он готов в любой ситуации проявить эти навыки. К примеру, у других людей могут быть неразвиты навыки пунктуальности. Они могут находиться где-то вот здесь. То это мы называем зоны роста. Так вот, зоны роста чаще всего представлены именно креативностью. Исследования показывают, что креативность и ее развитие возникает больше вопросов о том, как ее развивать, какие есть для этого упражнения. Сейчас мы как раз это рассмотрим более подробно. Итак, волшебным образом у нас снова чистая доска, и мы говорим про креативность. Когда вы слышите термин креативность, что первое приходит вам на ум? Попробуйте подумать, даю на это 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Чаще всего это творчество. Творчество. Творчество воспринимается людьми, которые, например, не занимаются музыкой, пением, рисованием, что это только относится вот к данным специализациям. На самом деле нет. Умение решать творческие задачи, подходить к работе
творчески делает ее не только интересной, но еще и очень полезной. Итак, креативность своего рода представлена тем, что мы называем мозговым штурмом. Это тоже будет у нас одно из упражнений. Часто мы слышим, когда у нас возникают креативные идеи, в порядке исключения. То есть очень часто мы слышим эту фразу, когда человек говорит, ну в порядке исключения можно предложить эту идею. Или говорят немножко по-другому, в порядке бреда. Так вот, креативность – это та идея, которой еще не было, либо ее никто до вас не придумал, либо никто не развил. Поэтому вы должны быть очень готовы, что идея не будет восприниматься сначала хорошо. И это тоже нормально. Ваша задача ее очень грамотно донести. Как это сделать, мы тоже сейчас вам покажем. Итак, есть несколько упражнений. Сегодня мы рассмотрим 4 упражнения. Итак, первое упражнение называется как раз-таки, о чем я упоминала, и чаще его называют шуточный мозговой штурм. Штурм – это брейншторм. Вот так прям первое нарисуем. Мозговой штурм. Что это значит? У вас есть какая-то проблема. Итак, давайте, эта проблема связана с коммуникативными навыками. Например, вы знаете английский язык на уровне elementary. И вы хотите, чтобы ваш английский язык вырос. Мы, конечно, не будем ставить очень большую цель, например, чтобы он стал каким-то на уровне advanced. Мы поставим, например, pre-intermediate. Так вот, вы проблему превращаете в задачу. Когда вы поставили задачу, задача звучит всегда как вопрос. Как мне достичь следующего уровня, например, B1? У вас возникают идеи. Так вот, человек чаще всего останавливается на первой, второй или третьей идее. Чаще всего они не носят никакого креативного характера, то есть они идут по принципу того, что мы знаем от знакомых и так далее. Но чтобы решить эту задачу креативно, вы должны добавить к этим задачам еще 7. Вам будет очень легко написать 3 задачи, следующие 3 будет еще сложнее, и самыми сложными будут оставшиеся 4. Так вот, когда вы опишете 10 идей, поверьте, 10-я будет самая креативная, которая приведет к вас, еще раз повторяю, к результату не только эффективно, но и очень интересно. Итак, мы познакомились с первым упражнением «Мозговой штурм». Обязательно попробуйте его. Следующее – это рисование. Вот как раз-таки креативность. Рисование. Но я не прошу вас нарисовать какой-то объект, который вы, например, вы потратите очень много на это времени. Креативность заключается в том, что вы выбираете какой-то очень простой объект. Например, у нас будет круг. Так вот, вы нарисуете круги. Вот таких строчек давайте умножить на 5. Их должно быть 5 штук. Потом каждому кругу вы что-то дорисовываете, чтобы получился цельный образ. Ну вот я, например, ностальгируя о зиме, нарисую снеговика. В чем еще моя, может быть, креативность проявится? Я вижу 2 круга и понимаю, что мне надо сделать 2 рисунка, но я не хочу столько времени тратить, поэтому я их соединю и нарисую очки. Этот метод очень хорош, когда вам нужно представить идею, чаще всего связанную с творческой задачей. Третий пункт – это слова ассоциации. Слова ассоциации. Ну, например, у нас за окном дождь. Посмотрите, какая у вас погода. Или, возможно, у вас в комнате что-то стоит, кружка, чашка, шоколадка. И вам нужно придумать к этому несколько прилагательных. Давайте прямо сейчас. Ну, вот дождь идет у нас очень давно, поэтому он будет у нас, вот я вспомню, муссонные дожди. Вспомню еще кислотный дождь. Какой еще он может быть? Летний, например, по сезону. И еще он может быть, давайте необычный, звездный дождь. Ну, звездопад, например.
И четвертое упражнение, заключительное, это как раз-таки у нас то, что применяется в компании Apple, это соединение несоединимого. Первую такую идею предложил Стив Джобс. Что это такое? Вы соединяете очень много компонентов, и из них у вас получается интересная модель. Вспомните, когда вы выбираете телефон, вы не смотрите, чтобы он ловил только интернет или связь. Вы также смотрите на камеру, есть ли у него какие-то разрешения. Вот сейчас погрузимся немного в детство и вспомните сказку или сказки, где было очень много персонажей. На это у вас тоже 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. И я надеюсь, что не ошибусь, если вы назвали репку. Если вы помните, очень много участников. И еще сказка может быть теремок. Теремок. Как пример, чаще всего соединение несоединяемого применяется именно в рекламе. Это рекламный такой прием. У нас недавно только вышла реклама, когда фитнес-клуб на остановке сделал весы, то есть когда вы садитесь на скамейку, и напротив фитнес-клуба, его рекламы, есть вот такое табло. То есть оно показывает ваш вес и таким образом мотивирует людей пойти в фитнес-клуб. Как пример. Я надеюсь, все эти упражнения были вам полезны, обязательно их проделывайте. Это не последний наш курс, который относится к софт-скиллам. Мы также рассмотрим другие компоненты. Преподавателям могу сказать, что креативные задания очень сильно развивают коммуникабельность и взаимодействие с детьми. Родителям можно предложить разные варианты решения, например, не только дискуссию, а креативно подумать, как мозговой штурм, то есть какие у вас есть идеи. А для учеников это лишний повод подумать, какие еще решения я мог упустить, потому что шел на поводу, например, обычных решений. Я надеюсь, вам понравилось, и до новых встреч. До свидания.